Очень часто бывает так, что родители вмешиваются в личную жизнь своего ребенка, и порой это заканчивается не очень хорошими последствиями. Как же я считаю, стоит ли родителям влезать и что-то как-то нам советовать что-то или же нет? На самом деле здесь каждый человек ответит по-своему, потому что у каждого свои родители, и все они разные. Есть понимающие родители, которые смотрят на тебя и понимают, что несмотря на все проблемы, с этим человеком ты счастлив. А есть такие, которые я ж мать, и которые всегда хотят нам помочь, но при этом не очень хорошие последствия приводят. Как же я считаю? На самом деле, в любом случае, родители – это те люди, которые знают нас лучше всех и видят нас со стороны лучше всех. И видят, подходит нам этот человек или нет, хотя бы потому, как мы ведем себя рядом с этим человеком. Но стоит ли давать полную свободу родителям при выборе своего молодого человека, либо же девушки? На самом деле, я скажу так, что все зависит опять-таки от родителей и от того, какой твой молодой человек. В моем случае. Отталкиваясь от того, какой, например, национальности, потому что я сама татарка. Если он будет русским, то, конечно же, мне мама скажет, как бы это не очень правильно, потому что тебе создавать с этим человеком семью. Да, такого же ответа я буду ждать и своего папы. Но в любом случае, если мама, например, будет видеть, что я очень счастлива с этим человеком, и этот человек делает все для меня возможное, чтобы я чувствовала себя хорошо, я думаю, моя мама не будет сильно лезть. Но опять-таки, она мне свое последнее слово скажет. И так делать как бы правильно. Но есть же такие родители, которые порой просто ставят точку на своем последнем слове. Они не будут смотреть на дальше, какое поведение будет у тебя, у твоего избранника. Они просто скажут «нет». Бывают такие мамы, которые так сильно любят своих детей, что как бы не хотят даже ни с кем делиться. Чаще всего это бывают мамы мальчиков, потому что они понимают, что любая девушка, она может быть как капризной, так и может искать свою выгоду, да, и она думает, что она может пользоваться своим сыном, и поэтому ставит какую-то определенную точку. Бывают такие родители, которые даже во время взаимоотношений пытаются влезть, подсказать что-то, урегулировать, контролировать. Это тоже, я считаю, не очень хорошо. Почему? Потому что в любом случае, даже если мы совершим ошибку, мы будем на них учиться. Если нам всегда все будут подсказывать родители, мы не будем учиться жизни, и мы можем потом настрадаться. И все-таки мы живем своей жизнью, а не родительской, и родители живут своей жизнью, а не нашей. Также хочется отметить, что в любом случае родители всегда должны нас как-то немножко контролировать, чтобы не было такого, что вот как бы пустили на самотек. Родители, они на то и родители, что они не только нас должны любить, но и в любом случае нам давать советы. Также я хочу сказать, что в любом случае надо прислушиваться к родителям. Даже если родители не дают никаких советов, и они думают, что вы уже совсем взрослые, или то, что вы не нуждаетесь в их советах, нужно в любом случае хотя бы изредка поспрашивать. Потому что им, во-первых, самих будет приятно, что мы вспоминаем и думаем о том, что же подумают наши родители. И, во-вторых, нам будет приятно. Потому что если вдруг получится что-то не то, мы будем успокаивать себя тем, что родители же нам в это время дали какой-то совет, и потом, если получится что-то не очень, они в любом случае нас поддержат, потому что они будут знать изначально всю ситуацию. А есть еще такие родители, которые просто-напросто, относятся так к себе к выбору и как будто говорят, что, все пройдет, все, это типа мимолетная любовь. Как относиться к такому? Я думаю, что в любом случае, как я и говорила, родителям видно, как мы находимся рядом с этим человеком, как мы себя чувствуем. Но родители, как мне кажется, в данном случае не имеют права так говорить, потому что никто не знает, что будет завтра, и никто не знает, как эти люди друг друга полюбят. Поэтому я думаю, что в любом случае родителям нужно отталкиваться от себя, вспоминать, какими они были в молодости, давали ли им советы как бы их родители, и как они бы поступили, если бы им эти слова сказали их же родители. Поэтому, как говорится, все познается в сравнении, и все, если говорить уже к выводу, все зависит именно от родителей, от человека. Ведь есть еще такие дети, которые просто не хотят слушать родителей. Они считают, что они уже совсем взрослые, и то, что как бы родительские советы, это лишнее как бы опекунство. Но так тоже не должно быть. Родители нас вырастили, они нас любят, они нас поддерживают для того, чтобы наша дальнейшая жизнь была счастливой и удачной.